Неприятное место, одним словом. Неприятное. Еще живой. Нашел кое-как. Походу никого тут нету. Это отверстие от пули. Спелый шиповник. Великолепная кряква. Думаю, что я и не замечу. Красивые снаружи, гнилые снутри. Такое утро. Немножко туман. Всю ночь шел дождь, не прекращая. И вода уже опять прибывает. Там темно, не видно. Стою возле речки. Встал 4 часа. Лег, наверное, 19:30 было спать. И в 4 часа утра подъем. Не хотел вставать. Потом услышал выстрел одиночный. И подумал, что перелет есть утки. Сейчас уже полчаса стою возле речки. Ни одного еще не видел. И выстрелов тоже не было. Вообще нет уток. Сейчас по-быстрому вскипятим чай. Наберем термосом, позавтракаем и в путь. Прилетели рябчики. Где-то поблизости уже. Несколько штук тут. Никак не могу понять, с какой стороны. Где-то подлетает. Вон сел. Не вижу пока, но... Нет, не вижу. Окружили меня кругом. Не могу понять, где. Куда? Он туда за елкой сел. Уже путаюсь, где кто. Вон там сел. За спиной был. Вон. Рай. Я на развилке. Вот поднимается зимник, и тут летник. Ну, лично я так называю его. Здесь по этой дороге на сенокос в основном ездили. А здесь вот лес рубили, ходили. С первыми рябчиками, конечно, не повезло. Улетели. Как-то пугливые они. Наверное, уже не раз их гоняли, видимо. Так-то подлетели. Нормально все. Несколько штук их было. Но
перехитрить я их не смог. Да и камера, сами понимаете, снимаешь, там руки заняты и реакция не та. Вот. И еще вот видно, как все шуршит. Это у меня под курткой плащ такой. Плащ от дождя. Идет дождь кратковременно так. Начнется, перестанет. Не знаю, может чуть-чуть прояснится. Будем надеяться. А мы будем подниматься сейчас по этому зимнику. И, в общем, по ходу дела посмотрим, как там дичь, если будет. Сходим 15 километров, поднимемся и обратно там по летнику спустимся. Вчера вот следы. Вот, следы где-то 7:30, наверное, было. Вездеход спустился. Фары были включены. Я случайно так вышел с избушки. С избушки вышел и наткнулся на них. Они спускались, вот, следы. Все, пойдем на охоту. Попробуем что-нибудь добыть. Вон там самка и самец. С друг другом перекликаются. Они подлетают. И причина непонятна. Может, пасмурная погода, может, гоняли. В общем, дичь есть. Дичь есть, но толку мало. Не подходят. Непрерывно идет дождь. Погода не для охоты на рябчика. Я его заметил. Он подлетел, сидит там. Далеко, конечно. Но я его засек. Все, пока выключаюсь. Вон он. Ничего не могу сделать. Даже ружья в руках нет. 15 метров от меня. Разве тут не красота? Такой ельник и подсад рябина. Рай для лосей тут. Вон как красиво. Все желтое сейчас. И видим, где вот рябина, где что растет. Гоняясь за рябчиками, куда-то туда ушли. Ушли, уже не будем их догонять. Обратно на улицу говорю. Обратно на дорогу выйдем. И мох такой вон. Мох для, если избушку построить, вон тут. Сколько красивый мох. Здесь природа сама постаралась. Вон, елки как аккуратно здесь растут. Здесь колея была тракторная. И вот сколько их тут. Не надо сеять ничего. Сама, где надо, сама выходит, вырастает. Что с одной стороны, что с другой стороны. Как кантик на дороге вон. И сколько видно все в елках. Вот такие картинки можно увидеть в лесу. Красиво. Все красиво, однако.
погодой совсем беда. Не угадал я сегодня с погодой. Идет дождь и не прекращается. Ищу елку, хоть под елкой посидеть там, чай хотя бы попить. Может, перестанет. Хорошее начало было, и все, вообще испортилась погода. А там вообще место потом ручей, наверное, полкилометра, там вообще непроходимые места. Ну, хоть вездеход натоптал по этой дороге. По натоптанной дороге лучше идти. Куда-то надо спрятаться. Где-то посидеть надо. Посидеть, переждать этот дождь. Такой елки тоже нету. Вот здесь вырубка. Вот здесь вырубка. Я школьником был. Еще все чисто было. Только стоял семенные деревья стояли и как же кедры. Кедры тоже оставляют, их не вырубают. Штучно так стояли. А сейчас вон что творится. Вот ты попробуй пройти здесь. Вообще там все заросло, и уже деревья, настоящие деревья. Хоть по второму разу уже вали их. Береза, а вот после березы и елки пойдут. Вон кедрач тоже вижу. Кедрач уже тоже 100 лет уже стоит. Пока не свалился. Птицы и то немножко так. Снегири еще более-менее слышно. Все умолкло. Ох, как там. Там вообще, блин. Жуткое место там впереди. Где-то, наверное, с полкилометра. Там гора спускается. Полкилометра надо пройти. Вот. Может даже и больше, метров 700. Так и не успокоился дождь. Тихонько пойдем. Вот кедрач. Одиночка тоже. Одинокий кедр. Туда надо зайти, да там. Там посижу. Чай хоть попью. Дошли до самого. Вот тот самый ручей, о ком я говорил. Течет там. Ниже выпадает, и там чистая вода идет. Чистая вода, и не скажу, что очень, не очень большая еще. Спокойно так течет. И сюда тоже вот рыбы бывают, поднимаются зимой, когда лес, дорожники делают дорогу. Тракторами тут ходят и говорили, и я слышал, вот мне говорят, трактором проедешь, и на настил, на лимы выскакивали там. Значит, зимуют даже мелкие налимчики. А вон там еще что нам предстоит пройти. Налимом, а тут вездеходу это красота. Надо еще нам пройти метров 300 или 400 еще осталось вот по такой дороге. Так, пойдем. Что стоять? Надо идти. Когда тут ездили, он все плавает. Когда тут ездили, десятки кубометров сюда настилали. И каждый год лес уходил непонятно куда. И каждый год делали дорогу. Вон сколько слоев там уже. Ни конца, ни краю. Нам идти. Вездеход тут все разворошил. И куда не станешь, все плавает.
Раньше, когда ходил я здесь, более-менее уже заросло, ну, с травой там все вместе. И еще мог наступать на эти бревна и проскакивал. А сейчас надо вдвойне, втройне осторожнее быть, чтобы пройти такое место. И все сырое сегодня. Все сыро, куда не дотрагиваешься, все в воде капает кругом везде. И неприятное место, одним словом, неприятное. Один чувак у нас, сосед тоже, он умудрялся здесь на Минске еще проходить. Мотоцикл Минск. Как он здесь проходил? Легенда. Легенда. Я там говорил, что ручей мелкий, лишней воды нету. А вон, оказывается, по всему горизонту здесь ровное место, и где попало течет вода. Вот и ручей маленький там. Вся вода сбоку течет, короче, оказывается. Где идти? Куда не встанешь? Дна нету. Бревно сквозь проваливается. Рассказывали даже, когда лошадям еще тут ходили, лошади проваливались, и кое-как спасали их. Надо было еще палку взять какую-нибудь. Все качается, все качается, все качается тут. Так, потихоньку да пройдем. Если эту фигню пройдем, там уже более-менее дорога потом будет. Вот. Ни конца, ни краю. Живу в деревне с краю. Ни конца, ни краю. Чего не знаю. Так. Решил сделать первый привал. Ружье, рябчики, там рюкзак. Очень трудная охота, на первый взгляд. Рябчики вроде есть, но очень мало получается их добывать. Но пустым все равно не будем возвращаться. Полпути прошел. До первой половины нам еще надо подняться столько же, что и до сюда поднимались. И обратно возвращаться уже по летней дороге. Батарейка быстро разряжается и снимать много не получается. Все сыро, я весь сырой. Сейчас хоть погода более-менее успокоился. Вот как я выгляжу. Пленка такая, плащ под курткой. И все равно шорох идет. Рябчики пугаются. Самому тоже мешает, раздражает иногда шорох. Вот такая природа. Все желтеет. Но для охоты на рябчика чуть-чуть рановато. Листья, чтобы выпали. И рябчики еще все в куче. Надо, чтобы уже попарно разошлись и более-менее активным они будут. Первый привал. Сейчас чай попью и пойдем дальше. На каждого рябчика где-то минут 15, наверное, уходит. Приманиваешь. Частенько без толку. Вон
самка. Самка. И еще одна была возле дороги там. Улетела. А этот свистит уже, не знаю, больше 10 минут. Свистят, но не подходят. Лишний раз в такой погоду тоже им летать не хочется, но он все капает. Все капает. Совсем умолкла. Что-то свистело. Не подлетело ничего. Вот такая трата. Он еще отозвалась. Ну и хрен с ним. Сиди. Идти нам надо. Пока дойдешь до места, куда уже решили сходить. И обратно еще идти. Там вечер наступит. Темно будет. Надо быстро идти, короче, одним словом. Подранок живой еще. Ну все. Вот такой рябчик. Подранок. Еще живой. Нашел кое-как. Дошли до назначенной цели. Прошли 15 километров. Местечко Сувидор. Это окраина. Начало поселка. Тут охотничьи избы тоже. Рыбаки и охотники тут живут весной и осенью. Походу никого тут нету. Смотреть. Избушку. Вон дрова. Вон одну ночевку оставили. Шалом, дорогорка. Опа. Громко я захожу сегодня что-то. Вот такая избушка тут. Здесь нары отдельно сделана. Стол. И вот еще нары. Печка из кирпича. Где-то 3 на 3 кирпич ставлен печка. Что ширина, что длина одинаково. Изба старая уже. Накоптили, конечно, тут. Наверное, старая печка дымила. И, не знаю, но стены черные, потолок тоже черный. Где-то высота метр 90 высотой. Ночевал я один раз тоже здесь. Было дело, ночевал. Все в порядке, все есть. Для ночевки аккуратно все сделано. Да, пойдем дальше посмотрим. Это походу уже у других. Это другая семья держит эти дома. Это баня. Ну, видимо, мылись еще тут. Вон, веник из пихты сделано. Веники из пихты. Нормальная баня. Черная баня. Котелки, печка. И камни крупные там на печке у них. Дверь не будем закрывать. Но баня, конечно, для низкорослых. Вот вторая изба. Избушка это здесь. Вот здесь я ночевал. Было дело, когда пожары нас привозили сюда. Пожары там были в Верховье. У них замок там висит. Так, и вот после этого еще, видимо, здесь построили новую избу. Я сюда еще не заходил. И заходить не будем. Потому что дверь закрытая.
Походу тоже не маленькая изба, там 5 метров или 4,5. Это уже древняя изба. А самое главное, вот здесь дом был раньше. Как и в деревне Лымве. То же самое здесь большие дома. Амбар очень-очень старый. Ни ноги, ничего уже нет. 100 лет, наверное, уже стоит, может и больше. И здесь большие дома были. Большие дома. Все это уже спилили на дрова. Половину уже все спилено. Тоже ни разу не подходил, не смотрел, что здесь. Ради интереса можно посмотреть. О, вон что тут. Видимо, там печка стояла. Потолок уже все обваливается, чтобы на голову ничего не упало. И под полом, подполье там высокие, оказывается, были у них тоже. Целая семья тут, видимо, жила. Окна, комышень. 1, 2, 5 окон. Все уже кирдык этому дому. Конец фильма скоро будет. Все гниет. Все гниет. Вот так смотрится старая избушка. И вон, смотри, это отверстие от пули. Из карабина, наверное, выстрелили 100 пудов. А тут ничего интересного. Там река идет, поднимается. И вот так смотрится со стороны. Да, привозили нас на пожар. Тут 3 дня, 2 ночи были. Жаркое лето было, и пожар там в верховье лес горел. Ну, все обрастает тоже, заросло уже все. А там выше, если подняться, там тоже вот такие дома. И маленькие вот избушки построены уже. Построены охотниками. Потому что содержать большие дома невыгодно. Их греть. Вот и все. На дрова идет. А зачем вот эту избушку построили, непонятно. В основном она все равно по следам здесь живут. Лодка сгнила. Старая лодка, видимо, самодельная тоже. Вот раньше так делали. Сейчас в основном из оцинковки делаем. А раньше из досок все делали. Все меняется. Стараемся чем легче, чем быстрее из такого материала и делаем. Все, здесь большой перекур. 15 километров прошли. И здесь уже будем спускаться возле речки. Дорога должна идти. Будем смотреть озера. И если рябчики упадут. Небо проясняется. Время уже после обеда, наверное, где-то. И все проясняется. Хоть в одну сторону пускай дождь не будет. Это уже сколько был весь сырой, потом все обсыхает на себе. В общем, сейчас пообедаю и дальше пойду. Охотников никого нету. И выстрелы не слышны. Уток нету, вот и охотников нету никого. Дожди, дома, наверное, сидят. Куда такую погоду пойдешь? Там мы только. Нам еще похорону. Вот заваркой
сделаю чай, потом горчит там, горечь. Лучше одноразовый чай с собой таскать. Он всегда свежий. Я банку ничего не взял. Всем богаты, не мы рады. На улице тепло. Утром прохладно было. Погода сразу поменялась резко. Потеплело. Так что утиных перелетов пока не ждать. В общем, буду экономить батарейку. Зарядка быстро сядет. Опять дождь начинается. Вроде и тучи там нету. По чешуям видно, нехилые рыбины здесь ловят. О. Щука, наверное. Вот такая чешуя. Крупная рыба здесь водится. Новогодние елки всех размеров. Бери, не хочу. Вон сколько их. Десятки штук тут стоят. Вот здесь луг был. Вместо этого луга вон что творится. Новогодние елки все. Выросли тут. Дорога уже. Это летняя дорога. Здесь на сенокос, я говорил, ездили. И уже тоже каждым годом все уже и уже становится. И в некоторых местах уже вообще непроходимо. Там завалено все, переросло. Проморгал я. Уже прошел. А там, вон там уголок, вот где за пальцем. Где трава, там две кряквы, оказывается, были. И уже туда не смотрел вообще. Несколько шагов сделал, шагов 5, наверное. И они выскочили оттуда, полетели вверх, туда поднялись. Думал, круг сделают и в лед выстрелить получится, нет, улетели. Дождь не прекращается. Опять начался дождь. И вот здесь дорога. Дорога здесь квадроциклом вроде ездят. Или непонятно чем. Но раньше тут вообще травы до пояса тоже было. По пояс травы здесь было. Сейчас вроде можно проходить. Но это озеро длинное. Я еще попытаюсь там посмотреть, может. Ну, кряквы хитрые они. Их только можно, к ним можно подобраться только когда они едят, кушают. Вообще проморгал я их. Как тут мимо пройти? Мимо такого наслаждения райского. Это сильнее баунти даже. Тает. Тает во рту он. Спелый шиповник. Вот это вкусно. Наслаждение такое. Получаю пользу и наслаждение. Вкусно. Сладкая. Такая ягода.
бурундук очень любит их. Бывает, на этот кустик поднимется и сидит. И до такой степени он легкий. Сидит и ест. Я сам видел. Угу. Сейчас понаслаждаюсь и дальше пойду. Тут уже конец озера. До туда смотрел, ничего не было. Видимо, здесь охотник тоже бродят, пугают. Там дальше еще озера посмотрим. На середине озера там утка одна плавает. Она уже заметила меня что-то в середине. Туда-сюда ходит. Далеко. И подойти не очень так и удобное место. И все равно не видно. Все равно не видно, там плавает. Ладно, посмотрим. Уходит от меня вообще, в ту сторону идет. Шаг в сторону сделал и улетела. Нырковая какая-то утка была. По воде поднялась. Вон волны. Волны идут. Утки. Утка тоже улетела вся. Хитрая уже, наверное. Не раз ему стреляли. Мудрая утка. Далеко пойдет. Хитрая. Бахнул одну крякву. Вон еще дергается. Здесь целая партия была. Стая. Там примерно 2 или 3 в кучку собрались, выстрелила. Только одна упала. Все. Один есть. Вот здесь они кормились тут. Подошел, вообще рядом был. Нормально. Хватит. Пришлось обойти все озеро, чтобы дойти до утки. Живая еще. Великолепная кряква. Нормальный ход. В голову дробинка попала. Но это уже не черок. Как белолобый гусь. По размеру почти одинаковый. Горит костер, там избушка. Кто-то, какой-то охотник вон чай варит. Или ужин готовит. Ну, костер горит. И дождь прекратился. Уже немного осталось, наверное, километра 4. Не больше. Дошел я до избушки. Наконец-то. Немножко устал. Где-то 30 километров, наверное, прошел. Плюс-минус километр. Сейчас буду ужинать и поеду домой. Охота, на мой взгляд, удался. Немножко показал, чем манил рябчиков. Конечно, без экшн камеры много не наснимаешь. Добыл рябчиков, уток. Все количество, конечно, не буду показывать, чтобы не возбудить у зрителей зависть. Конечно, погода сегодня очень подвела нас. Целый день шел дождь. Сейчас вот вечер, уже скоро солнце сядет, и погода только что, ну, как бы дождь закончился.
пальцы погрею и буду кушать. Так, еще момент, конечно, был. На одном озере было очень-очень много уток. Не знаю, почему там они как-то собрались, видимо. И кряквы, и чирки. Но в основном кряквы. Там 3 стаи было. Стая в конце озера, в середине и справа тоже. Я в середине вот смотрел, в основном в середине в первую очередь на глаза попались утки. К ним пока подходил, и на том берегу, оказывается, тоже утки были. Они улетели, все насторожились, и ничего толком сделать не смог. Но там, конечно, момент вообще идеальный был. Столько уток. И, наверное, сейчас может перелет, но тоже начнется уже пора. Сегодня 20... Какой? 21? Вчера 20, наверное, было. Весь сырой. Куртка сырая. Потом пленка, плащ был. От дождя как-то более-менее спасал, но все равно снутри ты потеешь. И также весь сырой становишься, футболка, и все сырое. Крупных зверей не видел, следы только лосей видел, медведей тоже старые кучи. Выстрелов мало. Мало охотников ходят, или я не знаю почему. Моментально греется. Газ хорошая штука. Все, наверное. Тут слишком греть тоже. В самый раз. Вот такой поход у меня получился. Как и обещал, сходить с ружьем. Дичь в этом году больше, чем в прошлом году. Позапрошлом году тоже не было. Уже лет 3, наверное, вообще боровой дичи не было. И в этот год лето было жаркое. И вот сразу видно, что не погибла птица. Дичь есть, но крупной ничего не видел. Ни косачей, ни глухарей, ничего, ни рябчики. Зайцев тоже нету. Следов троп, ничего нету. Спасибо, кто досмотрел фильм. Подписывайтесь. А я, в общем, буду ужинать и поеду домой. И еще буду собирать, наверное, немножко грибы, если успею до темноты. Надо лодку еще поднять. И до темноты еще надо потихоньку ехать и собрать грибы. Последние грибы, наверное, потом уже заморозки пойдут. Когда я ехал, там белые грибы несколько штук видел. И сейчас попутно 3 штуки взял. В общем, поеду я домой. Все, пока. Это уже получается сентябрьский белый гриб. Уже конец сентября, но белые грибы еще выходят. Уже несколько штук я нашел. Это крупные не будем брать. Есть, находим. Никто еще здесь не был, не собрали, оставили мне.
Тут еще аккуратненько так стоит, молча. Думая, что я не замечу. Вот и я заметил. Где твой дружок, братишка? Ты не видать, одиночка, как и я. Нет, вот они, вот. Ты смотри, сколько тут их. 3 штуки. Да, жалко, Никиты нету. Он бы этим, конечно, насладился. Любит белые грибы собирать. Такая красотень. Посмотрим вообще, как там. О, красивые снаружи, гнилые снутри. Я-моя. Нет. Если для сдачи на первый сорт пойдет, он по шляпке все белое. Вот. И твердый, упругий. Но гнилой. Для себя я такого брать не буду. Тут раньше выход был, вон большие, крупные. Там очень большие тоже. Но все равно посмотреть надо. Вон поблизости вон еще один малыш стоит. Ух ты! Это пиздец, он вообще гнилый. Ай, будем такие брать. Вон, смотри, какие крупные они. Крупные, гнилые. Только для сдачи такое принимают. Рад душой. Рад душой такие возьмут. Руками, с ногами. Еще один. Это балимоника. И тоже вон следы там. Следы видны. Фокусируются. Тут еще красноголовики вон видны. Спрятались даже. Красивые после дождя. О! Какой звук хрустящий. Ай, под зубами будет хрустеть. Что? Отличные грибы. Вон там, наверное, тоже белые. Нет, обманулся я. Гнилые. Все гниет. И запах от гнилых грибов сногсшибательно воняет. Никак не могу успокоиться. Надо уже и ехать домой. И все хочется побыть еще в лесу. Вот такой закат волшебно красочный там. Все тихо, безветренно, и дождь закончился. Туман на том берегу. Речка. Все сказка. Сказочно красиво. Возле дороги там выход грибов, оказывается, только был. Чуть глубже в лес зайдешь, там уже ничего нету. С вчерашнего дня где-то сантиметров 40 вода прибыла. Мутная. Течение усиливается. И красота. Уже темнеет. Поедем, наверное. Кажется, покажем, сколько грибов я собрал. Последний гриб 2016. На жаркое хватит. Все, поедем домой.